С этого года все уплаченные штрафы по линии ГИБДД будут поступать в Дорожный фонд республики. Тарифы ОСАГО изменились на 20% как вверх, так и вниз. Государственные регистрационные знаки уже в августе владельцы автомобилей будут изготавливать самостоятельно в специализированных организациях, а не получать на руки в ГАИ. Об изменениях этого года в программе «Накануне» в эфире нашего канала рассказал главный госавтоинспектор региона Андрей Перловас. А еще он весьма необычно разъяснил норму, предписывающую водителям надевать жилет со светоотражающими знаками. Обязанность надевать жилет при выходе на проезжую часть вне населенного пункта в ночное время у водителя имеется, но ответственность за это нарушение не предусмотрена. То есть если водитель, находясь вне населенного пункта в ночное вечернее время, выйдет на дорогу, и это увидит инспектор, привлечь к ответственности, к административной, человека он не сможет. Но смысл нормы не в том, чтобы привлечь человека к ответственности, а в том, чтобы обезопасить его. Соответственно, выходя на дорогу, человек должен понимать, что он подвергает сам себя и свою семью, своих пассажиров определенной опасности. И вопрос в том, что обязательно ли жилет или можно, например, надеть куртку со светоотражающими элементами? Да, есть. Дело в том, что существует ГОСТ. Государственный стандарт, который определяет, как должен выглядеть этот жилет. Есть определенные требования к этому жилету, поэтому не любая куртка может заменить этот жилет. Дело в том, что какие светоотражающие элементы и в каком месте они расположены. То есть там определенный объем, ширина полос, расположение этих полос. Госавтоинспекция опровергает информацию о том, что при замене прав в ближайшем будущем придется сдавать экзамены. Об этом не раз упоминалось в интернет-изданиях, чем искусственно нагнеталась паника среди водителей. В прошлом году в Коми по этой причине досрочно решили заменить права почти 5000 человек. Подобную законодательную норму вводить в нашей стране пока даже не планируется.